Урыстәыла ашәҟәыҩҩцәа реидгыла, Санкт-Петербургтәи аҟәша иҟанаҵаз ажәалагалала, ҳазну ашықәс, ма имзанҵәамҭазы, Санкт-Петербург имҩаԥган, абаҩхатәра злоу аԥсуа поетесса Гәында Сақаниаԥҳа лырҿиаратә еиԥылара. Ари аиԥылара Гәында Сақаниаԥҳа лҽазыҟалҵон шықәсык инацны. Аԥсшәаҟнытә еиҭаган аурыс ԥхьаҩцәа ргьама иақәшәаша ҳәа апоетесса иаллаԥшааз лажәеинраалақәа, урҭ раӷьырак еиҭазгаз лара лхаҭалоуп. Гәында лырҿиаратә еиԥылара ааиртит иагьымҩаԥигон Петербургтәи апоет Иури Шестаков иахь ҵызху алитературатә рҿиарҭа аиҳабы апоет Владимир Никитин. Уи ашьҭахь ажәа лыҭан апоетесса Гәында Сақаниаԥҳа. Лара лакәын ари аиԥылара гәыцәхадасгьы иамаз. Рада приветствовать вас, всех присутствующих на моем вечере. От всей души хочу вас поздравить с 70-летием Великой Победы. И дай нам Бог всем мира, добра и любви. Очень ответственно представлять абхазскую поэзию русскому читателю, который знаком с творчеством таких великих поэтов, как Баграт Шинкуба, Дермит Гулья, Иока Гоня. Ну что я могу сказать о себе? Наверное, лучше всего обо мне скажут мои стихи. Если самое главное для меня в моей жизни, это то, что я родилась в Абхазии. На абхазском языке моя страна называется Апсны. Если дословно перевести, его означает «страна души». Абхазия – это маленькая забытая сказка детства, которая таит в себе путь к краю, первозданности, к древности, самобытной абхазской культуры, которая является живым осколком древней цивилизации хеттов и хаттов. Об этом писал известный абхазский ученый, хеттолог, первый абхазский президент Владислав Григорьевич Ардзенба. Я не буду говорить о древней истории абхазского народа, о ее борьбе за независимость и свободу. Я хочу рассказать о том, что на этой земле сохранился народ, который владеет уникальным языком с богатейшей фонетикой. 64 звука, 62 буквы. И это не все. Если дать развернуться звуковому ряду, доходит до 100 звуков и выше. Хочется сегодня больше всего живого общения, обмена литературным опытом. Так как на любом языке поэт всегда поймет поэта. Без чего нет ни одного поэта, без родного языка. Апсша в переводе означает «песня души». Для каждого из нас родной язык с рождения до самой смерти. И после смерти остается языком, на котором мы общаемся с Богом. Константин Мачеварян писал: язык абхазский гибок и звучен. Он одинаково передает не только торжественный тон возвышенного пафоса, но и ласкает слух самыми нежными выражениями. Как горные звуки, грозные звуки природы, так и мелодия тихого дуновения ветерка, журчание ручейка, горе и радость, гнев и ласки, глубина страсти и нежности находят в этом языке самое полное выражение. В нем отражается точно в зеркале неуловимые движения души, туманные впечатления окружающего нас мира, ускользающие обыкновенно от слова, знака и красок, чем объясняется обилие идиоматизмов, решительно непереводимых ни на какой другой язык, даже приблизительно. В абхазском языке у каждой буквы есть своя судьба, своя песня, своя жизнь, свой путь и предназначение. В абхазском языке 5 прошедших времен, 1 настоящее, 2 будущих. В абхазском языке доминирует звук «а», и все почти слова начинаются с звука «а». И самое главное, что все жизненные ситуации, переживания, радости, жизни, рождения и смерти, все, что связано с началом и концом и всей жизни человека, все связано с сердцем, агу. И каждое переживание, то, что человек переживает за всю свою жизнь, эти слова, агу, сердце у нас присутствует чуть ли не в каждом предложении. Это, наверное, не случайно, потому что абхазцы смотрели на сердце как чакра, точка, где таится душа. Это как храм души для абхазцев сердце. И, наверное, поэтому мой народ очень открытый, искренний. И всегда, может, он из-за этого и страдал, потому что он очень открытый и доверчивый. Абхазский язык очень музыкальный, энергетически очень сильный, мелодичный. Абхазский язык – это язык образов, в
В каждом слове можно найти образ, очень поэтичный, живой. И тут я хочу вспомнить выражение Баха. Главное вовремя попасть пальцем на нужную клавишу, и следует музыка. Стоит к этой живой палитре звуков прикоснуться, оживает мелодия через звуки и рисунок. И каждый раз, прикасаясь к тонкой вибрации божественного слова, я ощущаю магическое колдовство, которое меня завораживает. И маленький мой поэтический оазис превращается в магнит, который притягивает все больше и больше. Но чтобы вам показать всю красоту абхазского языка, я постараюсь через подстрочный, можно сказать, можно даже сказать, это свободный перевод моих стихов. Я вам прочитаю стихотворение «Я в горах под сердцем Бога». Сперва на русском, а потом я прочту на абхазском языке. Я в горах под сердцем Бога, где такая благодать, в жилах кровь бурлит потоком, до небес рукой подать. Перейдешь гору, гора, где долина, где скала, я сюда сбегу когда-то и останусь навсегда. Время здесь не поспешает, вечность проживает год, солнце к жизни возвращает, кто в горах, тот не умрет. Заберешься на вершину, до небес рукой подать, я в горах под сердцем Бога, где такая благодать. Перевод Людмилы Аргун. А сейчас я прочитаю на абхазском языке, чтобы вы почувствовали ритм, звучание на абхазском языке. Аш хастар шупан шаикла, адуней шакыстахцам, харисуп хитарвеш бжиха, сынзакажун харадзам, шхакун хыцр, шхакун халуй, джаракар шроп сапероп, знысанхалу, образхалуй, сахинхацком шкаброп, ашукс шушукса немясует, зынзакам тацсагдзом, амрану тахуин часует, Янузым хой ташадзом, он хохерах раика, зынзакажун харадзам, ашхастар шупан шаипа, адуней шакыстахцам. Спасибо. А литературу тейпылара ялаху заурус шуйца, апсуа поэтесса Гунда Саканепха, ейхайнарт бандырдырразы, араға амта-амталай дырбан, апсуа поэтесса лыпстазари, лырджяра рту азырпшуаза видеонзамтаква. Уй апхятбянзамта абас иган. Абхазия – гостеприимная страна со сказочно красивой природой, древней историей и самобытной культурой. Природа одарила Абхазию особенно щедро. Живописные ущелья горных рек, сказочные пещеры, свежесть реликтовых колхидских лесов, пьянящий воздух, наполненный ароматами альпийских трав, чистое, теплое, ласковое море, обилие солнца и красивейшие парки. Недаром местные жители называют свою родину Апсна, что означает «страна души». В разные периоды ее существования она находилась в сфере влияния могущественных государств, переживала взлеты и падения. Сегодня Абхазия определена в статусе признанного независимого демократического государства, субъектом международного права. В этой красивой стране родилась и выросла Саканя Гунда Валентиновна, абхазская поэтесса, переводчик, преподаватель Абхазского государственного университета, лауреат Государственной премии имени основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия, член Союза писателей Республики Абхазия, главный специалист по издательской продукции Государственного фонда абхазского языка, референт-переводчик парламента Республики Абхазии, автор 11 поэтических книг, а также сборников сказок в стихах для детей. Гунда Саканя родилась 25 февраля 1966 года в селе Кутол Ачамчирского района. В 1981 году окончила Кутолскую среднюю школу имени Ио Когония. Успешно закончила Абхазский государственный университет и литературный институт имени Горького в Москве. Замужем, мать 3 детей. Гунда Саканя стала писать стихи еще ребенком. Она пошла в школу в 4 года. Ее стихи, написанные в раннем возрасте,
стали печататься в газетах и журналах Абхазии. И читатели сразу поняли, что появилась очень талантливая, своеобразная поэтесса. Еще на 3-м курсе Московского литературного института у Гунды Сакани выходит первая книжка стихов. Стихи хорошие, но традиционные на глаз и изнутри. Так писал известный абхазский поэт, историк, педагог Гунды Сакания Денис Чачхали о ее первой книге. Но 2-я и 3-я книга Гунды Сакания были совершенно иными. Теперь уже Денис Чачхали пишет так: «От прежних стихов нет и следа. Кажется, между этими плоскостями нет перехода, нет брода». Как перенеслась Гунда из одного мира в другой? Душа нарушает законы физики и здравого смысла. Опустошила свое тело ночь, и в этот миг душа освободилась, пишет поэтесса. Стихи Гунды Сакания из года в год менялись. Строки были освобождены от ритмической заданности. Слово предстает здесь во всей своей наготе. Она пишет: «И волны от бесцветия уставшие здесь гибнут на камнях». Вскоре стихи Гунды Сакани стали печататься в самых престижных журналах и альманахах Абхазии и России. Ее лучшие стихи вошли в антологию абхазской поэзии XX века, а также в сборники избранной абхазской поэзии. Гунда Сакани была удостоена государственной премии имени Дмитрия Гулия. В таком молодом возрасте еще никто из абхазских писателей и поэтов не получал эту престижную премию. Гунда Сакани-ԥҳа лыԥсҭазаара иааркьаҿны иаазырԥшыз авидеонҵамҭа ахәаԥшра ашьҭахь ҩаԥхьа лажәа иацылҵон лара. Дождь все пишет без конца, есть о чем сказать. Многоточие конца, смысла не понять. Может, зернами дождя снова прорастем, души пишут не спеша лист земли. Прочтем, дождь все пишет по земле, молча, не спеша, миг и вечность наравне. Есть одна душа, тайна жизни таится в звезде, светлячок на ладони светила. Поднимусь потихоньку к тебе и у жизни спрошу, что же было. Сейчас я на абхазском. Сыец ябату псы, снапашца янтаус зыбы, ушка санхалу мшка, стазарасасца закуи. Гунда Сакани-ԥҳа лықәгылараҿы лажәеинраалақәа раԥхьарадагьы уи аамҭа-аамҭала дырзааҭгылон Аԥсны иахнагахьоу аҭоурых, ҳажәлар ирхыргахьоу агәаҟҵәаҟрақәа ртәы, аԥсуа сахьаркыратә литература ҭагылазаашьа, аԥсуа бызшәа иамоу анарха. Он может быть подобен грому, как извержение вулкана, несет огромный энергетический потенциал. И между тем он может быть очень мягким, очень нежным, ласковым. Мне кажется, это все-таки зависит от природы, потому что у нас и горы, и море, и столько красок, палитра красок живой природы, она настолько вот яркая, и это все не могло не отразиться в языке. Он может быть очень воинствующим, быть очень мягким, мелодичным, лиричным. Вот. И эти переходы можно увидеть только в поэзии, смотря какая у тебя тема. Если это лирическая, тут же этот язык совершенно обретает другую плоскость, совершенно другую тональность. И самое мне вот приятное, что несмотря на все то историческое прошлое, то, что пережил абхазский народ, быть всегда на грани быть или не быть, жить или не жить, это заставляло острее переживать все в жизни. На выживание, когда поставлен народ, самовыражение идет очень в такой острой форме. И все эти переживания
этот процесс проходит очень глубоко, и это не могло не отразиться и в народном творчестве, и в современной абхазской литературе. И мне бы, конечно, очень многое хотелось бы вам сегодня передать, прочитать наших живых классиков, стихи на русском и на абхазском, но я боюсь, что это слишком очень много, я боюсь вас перегрузить. И поэтому мне просто хотелось в двух словах сказать о том, что за 100 с лишним лет наша абхазская младописьменная литература, которая имеет хороший заряд народного творчества, который дал толчок большой для того, чтобы создать литературный язык, абхазский язык за 100 лет прошел свой век золотой, потому что за 100 лет у нас появились такие классики, которые никогда, наверное, у нас уже литературы этого периода никогда не будет, потому что те классики, которые пришли со своим духовным миром, они были воспитаны на языке народного творчества. Они вживую впитывали весь вот этот материал, который как бы нам из испокон веков было передано. А сегодня, после моего поколения, той роскоши уже нет. Уже наших детей воспитывает интернет, телевизор. И технический процесс нас поглощает полностью. И уже мы свой духовный как бы мир, свое богатство передаем только с помощью вот нашей абхазской литературы. Потому что уже молодые писатели, которые будут приходить в абхазскую литературу, они будут уже воспитаны не в духе народного творчества, живым этим духом, они уже литература будет их воспитывать. И поэтому уже не будет тех великих таких вот, мне кажется, дай нам Бог, но я боюсь, что уже это не повторится. И мне кажется, как античная литература дает всему миру толчок и всему миру дает вот зерно, точно так же наши писатели уже сделали свое дело, они оставили богатейший, можно сказать, мир, многогранный мир, где каждый будущий писатель, будь это поэт или прозаик, есть откуда черпать. Арчера пейпыларачы аурыз шуқуйцы рыдгалаз анаюстуян замтыйднардырван гунда сакане пхална пызла колуусква, ауавларачы нылкалол тыпуха убас ицеги. Чтобы еще глубже прочувствовать стихи поэтессы, нужно узнать о ее жизни побольше. Гунда Сакани – это та поэтесса, у которой ярко выраженные эмоции. У нее обостренные чувства справедливости и сопереживания. Все, что окружает ее, она воспринимает очень близко к сердцу. Для Гунды нет чужого горя. Она готова пожертвовать своим благополучием для жизни другого человека, независимо от того, он ее близкий или просто знакомый. Гунда как скорая помощь для тех, кому нужна поддержка, в основном моральная. К Гунде обращаются за поддержкой творческие люди искусства. Они знают, что Гунда их поймет, как никто другой. Они видят в ней душевное спокойствие, духовное богатство, красивый, глубокий внутренний мир. Она всегда светится изнутри, излучает тепло. Гунда пишет предисловие к их книгам, отзывы к стихам начинающих поэтов, готовит теле- и радиопередачи о творчестве абхазских писателей, ведет литературные вечера юбиляров писателей, составляет тексты для представления их к наградам. Гунда входит в члены Президиума Союза писателей Абхазии. Без нее не решается ни один глобальный вопрос и не проводится ни одно мероприятие Союза писателей. Через ее руки проходит вся издательская продукция в Государственном фонде абхазского языка. Гунда успевает переводить материалы парламента Республики Абхазии на абхазский язык. Гунда работает преподавателем в Абхазском государственном университете более 20 лет. Находиться рядом с молодыми начинающими писателями и переводчиками для Гунды – это как бальзам для души. Гунда здесь является наставником. Помимо лекций, она часто проводит мастер-классы для начинающих творческих людей. Накопленные опыт и умения Гунда использует в своих передачах
работы в государственной телерадиокомпании. Удивительно, как она все это успевает. Писать стихи, готовить книги к изданию, проводить презентацию новых книг и многое другое. Поэтесса Гунда Саканья прекрасно, эмоционально, с глубоким чувством читает стихи. В основном она их знает наизусть. Гунда читает, как пишет, на пределе. Читает и горит, как факел, отдает все – душу, энергию, чувства и всю свою жизнь до конца. Поэтесса Гунда Саканья шаг за шагом поднимается на вершину вечности и своими великолепными стихами останется под сердцем Бога. Заберешься на вершину, до небес рукой подать, я в горах под сердцем Бога, где такая благодать? يا خاتم في حالة زو وتحبسك نحترو А видеонзамта анавис Гунда Саканья пхалукгалара яцалцун. В тот же миг душа освободилась, и не плачет, и не смеется ночь, в черный цвет молчанием облачилась. Есть у каждой ночи своя ночь, у дня есть день, так было, будет вечно. И волны от бесцветия не в мочь на камнях умирают бесконечно. А кони зеленую пьют кони воду, а кони пьют зеленое поле кони. И дышат кони, как дышат горы, проносятся веселыми громами. Кони, как и волны, все в пути, а кони зеленую пьют воду кони, и души от одиночества не в мочь. Уходят к звездам кони, уходят в ночь. Аурус шкоюсер за интересуацан, а поэтесса Гунда Саканья пха ларджяра за апсо шкоючи, а культуре казари руссучи руганагара ларджяра ахшара сярто. Уязган аурус шкоючи радгалаз, а нависпи авидионзамта. Гунда представляет совершенно новое направление в абхазской поэзии, в абхазской литературе. Она является одним из ярких представителей этого направления, этого этапа развития нашей литературы. Очень своеобразная, очень своеобычная лирика. Меня подкупает то, что она в своих поэтических произведениях показала и глубоко выстроенное свое состояние. Главное для настоящего поэта – это внутренний мир, это сиюминутное движение души. Все это в редком сочетании мы встречаем в стихах Гунды Саканьи. В поэзии Гунды Саканья прослеживаются такие глубокие следы от архаического древнего абхазского языка до современной литературной. Поэтому, на мой взгляд, ее поэзия, ее литература является одним из ярких таких вот поэзий в современной абхазской литературе. В ее стихах, которые восходят из основ тысячелетний терпкий вкус нашего народного духа, вливается очень органично с общечеловеческим духом, общечеловеческим началом. Читая стихи Гунды Саканьи, ты совершенно непроизвольно окунаешься в ее мир. И стихи ее волнуют, трогают. Поэтический образ Гунды Саканьи наполнен глубоким творческим поиском. На мой взгляд, подобного рода поэзии, как поэзия Гунды Саканья, они заняли свою
достойное место в нашей абхазской среде, в нашей абхазской современной литературе. В ее стихах присутствует очень тонкий, глубокий смысл, только оно очень глубоко замешано с такими с чувствами, эмоциями, очень тонко. И это новый стих сам по себе в абхазской литературе, я считаю. Свое внутреннее взволнованное состояние она умеет выражать в форме метафор, в форме эпитетов. У нее хватило смелости нарушить эту устойчивость железную, такую устойчивость традиций. В ее поэзии содержательная часть всегда глубоко, выразительно, с поэтической частью и удивительно ритмическими, мелодическими, какими-то поэтическими приемами сочетаются очень красиво. Ее архаический язык, богословский, молитвенный, древний абхазский язык удивительным образом сочетается с новейшим абхазским литературным языком, как у нас в Абхазии говорят, Баграта Шинкубы. Потому что Баграт Шинкуб – это вершина нашей классической поэзии. Духовной силой этой земли, этой истории, они клокочут в ее душе, и это клокотание чувств в душе Гунды Сакани я ощущаю в ее поэзии с каждым разом, с выходом каждой книги, с выходом, с появлением подборок в наших журналах. И самое главное, что она пишет прекрасно на абхазском языке. Свой слог, свой стиль, своя манера. Я считаю, что это большое достоинство творческой натуры в целом. Действительно, наши современные поэты, как Гунда Сакани, они достойно, мне кажется, будут занимать нишу мировой литературы, если их своевременно представить, как полагается, в этом контексте. И она сама, кстати, очень прекрасно читает свои стихи. Это не декламационные стихи, это стихи смысла и чувства глубокого, и она это передает очень хорошо слушателям. Вообще, она все в творчестве. Ханила, хочу хоть танца, ханапсва, адзе, я хлопшу, ажюнанца, хатонца, зно. Гром воплощения мужчины, в молнии женщины нрав соединил Бог их силы, землю им домом создав. Гунда Сакани Абхалук Галарач Дазаткалейт, а Сахаргарат литературач Айтагара, Ацаки Акуки. Конечно, стихи можно переводить, но есть и непереводимые. Стихи можно, а вот поэзию очень сложно переводить. Поэзия есть или нету? А самое главное, если ты не попал в точку, если ты не попал в дыхание, ты никогда не сможешь передать всю красоту поэтического этого мира. И я бы хотела тут как бы дополнить свое отношение к поэтическому переводу, художественному переводу, высказывание Вадима Кожинова. Он говорил, что стихи необычайно трудно воссоздать в материи другого языка. Не безосновательное мнение, что стихи вообще не переводимы. И стихотворный перевод – это в лучшем случае иное поэтическое произведение. Гунда Сакани Абхалук Галарач Язгуалтит, Лара Москва Зараналзус, нас уяштахпи аамтакварза, ейцер дырва аурас поэтша дрылагылана, и уепшим а литература тхулпацква, лха алалар хорпи пшатагыла за ашахлымаз, Лара Ларчярач, а нырра души қарцыз.
спасибо Богу и судьбе, что выступать на одной сцене с Евгением Евтушенко, с Беллой Ахмадуллиной, Римой Казаковой, Левом Ивановичем Ашаниным, с Булатом Акуджава. Это просто, я думаю, что это великая случайность. Но и тем не менее это была школа, как читать стихи, как их передавать, как жить в образе и как дойти до сердец твоих слушателей, а не просто писать, но и читать их от души. И я счастлива, что у меня была такая школа. Не знаю, насколько у меня это получилось, но я стараюсь, и если что, не так получилось, не судите меня строго. Язык поэзии, как для меня музыка, доступна всем. А самое главное, это вибрация звука, музыки слов, которая открывает самые тонкие грани души человека. Когда сегодня в мире мало места лире и лирике, и когда находится вот маленький оазис поэтический, где можно найти те души, которые чувствуют поэтическое слово, живут этим словом, конечно, это дорогого стоит. Я часто вспоминаю армянского новеллиста Агасия Ивазян, самый любимый новеллист. Он мог очень просто нести истину, без всякой такой тяжелой философии. Он открывал душу. До каждого простого читателя мог он дойти. И он написал великолепное произведение «Мученичество святой Шушани», которая рождала детей, 9 месяцев мучилась, пела их, растила. И она, когда их на свет они появлялись, их никто не видел, они исчезали. Все спрашивали, а куда уходят дети Шушани? А оказывается, в конце узнается, что эти дети были великие музыканты, композиторы, художники. Они по всему свету уходили как бы в поисках истины, и они несли людям свет и радость. И мне так приятно, когда встречаешь людей, творчество, и людей, которые причастны к слову, и поделиться этим живым словом. Для меня нет пространства и времени, потому что есть живой мост. Это самый тонкий мост, это слово. Если я могла вам донести какой-то маленький кусочек абхазской культуры, абхазского духа, я безмерно счастлива. И надеюсь, что на этом живом мосту будет обратный ход, что и мы будем общаться, мы будем приезжать друг к другу, и что этот мост, он обойдет весь белый свет. И, наконец, не технический прогресс будет побеждать культуру, а культура будет побеждать наравне с техническим прогрессом, давать людям то главное зерно, без чего нет жизни. Гунда лыкәгылараҿы ахшыҩ зышьҭра алҭеит, ҳаԥсуа ҭоурых акырӡа ишыхьанҭазгьы, аԥсуа поезиа аԥшӡареи, ахаареи, аҟәандареи, аразреи шацу, аԥсуа поезиа амра шәахәақәа шалыԥхо уҳәа ртәым. Наша поэзия очень красочная, яркая. Несмотря на трагическую судьбу, у нас очень мало минора в поэзии, очень много мажора. И это отмечал итальянский профессор, медиавист Джио Старини. Он писал об абхазской поэзии. Это удивительная поэзия Востока, которая не несет отпечаток печали. Есть жизнь, есть радость. И, наверное, это все-таки солнце дает столько энергии, жизни, чтобы выжить этому маленькому народу. И я хочу прочитать маленькое стихотворение. «Солнце в птичьем гнезде. Жизнь — это тепло. Из камня рождается птица. Ответ — любовь и добро». Гунда Саканиеԥҳа лырҿиаратә хәылԥазы рхы аладырхәырц Аԥснынтәи еицыз аделегациа рхыԥхьаӡараҿ иҟан лара лыԥҳацәа рҩыџьагьы. Аурыс шәҟәыҩҩцәа рзы аинтерес аҵан Гунда Саканиеԥҳа лхатә насыԥгьы адырра, уи иазкын ирыдгалаз анаҩстәи анҵамҭагьы. Поэтесса Гунда Сакания родилась в селе поэтов. Из одного небольшого села Кутол вышли 28 писателей. Аналога, наверное, нет нигде. Легенда гласит, что в этом селе даже птички сочиняют стихи.
Речки поют поэтически. Гунда росла здесь у реки Бзана, означающая «живая вода». В этой красивой местности, где жили Гунда с бабушкой, она написала свои первые стихи. А в отцовский дом Гунда Саканя приходит, чтобы еще раз глотнуть неиссякаемую энергию, еще раз, хоть мысленно, вернуться в детство. Мать Гунды была ее первой учительницей в школе, и она осталась учителем на всю жизнь. Гунду очень любят ее братья и сестры, племянники и невестки. Они гордятся, что у них в семье родилась такая талантливая поэтесса. Отец Гунды, Валентин Романович Саканя, педагог истории, рано ушел из жизни. Гунда приходит сюда к его могиле, и не бывает дня, чтобы она не проронила слезы. В юные годы Гунда, как птица, улетела из своего родного гнезда. Сначала на учебу в Сухум, затем в Москву. Теперь она постоянно живет в Сухуме. Дом Гунды находится на берегу моря. И она в свободное время, хотя такое бывает очень редко, прогуливается по набережной напротив своего дома, пишет и читает стихи. Гунда Саканя – мать 3 детей. Муж Гунды – Рой Нагрба, историк по профессии, выпускник Института востоковедения в Санкт-Петербурге. Старшая дочь Анна – студентка эстрадно-джазового отделения Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Младшая Атана – студентка режиссерского факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова в Москве. Сын Астан пока школьник. Как Гунда все успевает и работать, и заниматься домашним хозяйством, и писать стихи, трудно представить. Но вот в кругу семьи читать стихи – это ее любимое дело. Нас ҩаԥхьалажәа иацылҵон Гунда Саканиаԥҳа. Идет белый снег, стирает дороги. В эту зимнюю ночь на мгновенье мы боги. Пишет зима наши портреты, лунным светом с тобою согреты. Молодая луна, а мы силуэты. Пишет зима наши портреты. Солнце давно в снегу растворилось, ни ночи, ни дня, все изменилось. Идет белый снег, стирает дороги, черно-белый портрет, на мгновение мы боги. Гунда Саканиаԥҳа аурыс шәҟәыҩҩцәа рҟны лықәгылара хлыркәшеит еиҳа данқәыԥшыз илҩыз зынӡа икьаҿу жәеинраалак ала, насгьы лажәаҟны иазган лыԥсҭазаараҿ лхықәкы хада. Это стихотворение стало как бы значимой чертой в моей жизни. И это как бы как точка отсчета. Бабочка, почему ты не опускаешься на землю? Я боюсь, что земле станет еще тяжелее. Я хочу, чтобы эту легкость, чтобы каждый из творческих людей всегда нес каждому человеку, потому что так важно сегодня нести любовь, добро и радость. А сочетать это и нести истину людям – это великий дар Божий. И честно я вам скажу, я никогда не ищу смысла жизни. На это нет времени, потому что надо жить. Пока ты ищешь смысл, жизнь проходит. Я хочу жить просто, как цветет цветок, растет просто цветок. Я хочу жить как ручеек, который просто течет и живет. А самое главное для меня это песня, когда она идет от души и искренне. И не хочу никогда врать, я хочу всегда говорить правду. И для меня это моя поэзия, где
я узнаю, что со мной происходит, где я живу и что я узнаю. Я только это все открываю в стихах. Насколько это получилось, я не знаю. И самое главное для меня, что я пишу только ночью, большей частью. И очень люблю писать в темноте без света. Я люблю писать в темноте, потому что я не вижу то, что я пишу. Я просто слышу. И для меня очень важно, когда я пишу руками, когда есть линия, когда она движется, и когда она идет по зову души и сердца. И самое главное — слышать в сердце Бога. И если это у меня получилось, не знаю насколько, но я буду счастлива, если я смогла поделиться с этой радостью, которая сегодня как бы стала дефицитом. И дай нам, Бог, нести в мир свет и добро именно словом. И мы вас ждем в Абхазии. Я надеюсь, что тот маленький мостик, который мы с вами сегодня общими усилиями сотворили, создали, он будет жить. Это будет, пусть будет маленькой ниточкой, но это живая нить, это наши сердца, наши взгляды, наши отношения. Мне очень приятно. Для меня это на самом деле большая школа. Благодарю вас каждого. Спасибо за все. Ҩ-сааҭк инареиҳаны ицоз Гәында Сақаниаԥҳа аурыс шәҟәыҩҩцәа рԥылараҿ лықәгылара ашьҭахь ргәаанагара рҳәон ари иалахәыз Петербургтәи апоетцәеи, аиҭагаҩцәеи, акритикцәеи. Я думаю, что немножечко, конечно, будет продолжаться, потому что это интересно и нам тоже. Я переводчица немецкого языка. Этот язык был для вас просто-напросто образом жизни. Я поняла, что вы в литературном институте в Москве все это нашли. И поэтому то, что вот мы слышали переводы с вашего языка, я вот абхазский не знаю, но я слышу вот по вашему голосу, вот, и потому как вы пришли такая вот солнечная, яркая, выразительная, то действительно комната это сразу осветилась. Озарилась. Общий воздух, да, и время, это очень важно, что вы тоже большое значение придаете вот этому факту времени, да, то благодаря этому у вас и переводы. Я считаю, что вот то, что мы послушали, мы все оказались там, в Абхазии, да, и у всех появилось желание вот сразу... Собраться, поехать. Да, поэтому доброго вам здоровья, всем. И самое главное, это вдохновение, чтобы от каждого человека шла вот эта поэтическая энергия. Спасибо. Вот это здоровое начало, оно выражается и через язык. Вот эта энергия, вот то, о чем мы говорили, оно очень сильно ощущается. То есть вот запах полей, солнце, море, горы, да, этот свежий воздух, он через язык, видимо, факт того, что язык до сих пор еще сохранил в себе вот эту глубокую историческую семантику, да, хетскую, как вы говорите, вот это очень сильно ощущается. Поэтому, может быть, его и не надо переводить. Он самоценен, вот, и важно, чтобы вот этот очаг здорового начала, чтобы он сохранился, если это возможно, чтобы он развился, вот, а мы будем из этой живой чистой реки черпать. Мелодика самого языка. Что я хочу сказать, я чисто русский, по-русски пишу, по-русски думаю, по-русски говорю, но мне бы очень хотелось попробовать себя, чуть-чуть попробовать в переводе, потому что вот поймать вот эту интонацию, это же ведь дорогого стоит. И в ваших стихах, вот именно в ваших переводах, вы просто вот ловите, вы зря отдаете свои, конечно, стихи на откуп другим переводчикам, может не зря, может, конечно, момент был такой, страшно самой было, вот. Но дело в том, что вы более вот наполняете собой
переводы, нежели другой человек. Но вот мне впервые в жизни захотелось попробовать себя в переводе. Арией пыларыжы, аурыз шуйчи, айтагайчи, ухгулун, гунда сакане пхалавин рала курзы, ргуана гаракурлы. Уртрыкын пирачан, апсназ бух захахаз, ахазнык гизм бацыз. Гунда лавин рала куянырзы дзирюаштах, ирыуита гуахара, апсныка аразы, апсо сахаргырыд литература айтагаразы. Я вот обратил внимание на эту удивительную энергетику абхазского языка в плане стихосложения, где вот основа-то это вот шипящие и глухие согласные звуки, да? Но они какой-то удивительной энергетикой, в общем-то, обладают. Другое дело меня удивило, вот переводы, ну, здесь в мастерской все проходили, вот это закольцованный стиль, да? Либо это и по-абхазски так звучит, допустим, либо, как говорится, это вот исповедуется мастером прием такой. По поводу переводов, друзья мои, переводчик, Пушкин говорил, толмач – почтовая лошадь истории просвещения. Понимаете? Действительно, если язык замыкается в своем миру, он теряется. Надо, чтобы люди все знали прелесть того, что люди чувствуют. Наш язык, наши стихи переводятся на другие языки. С других языков нам идут, взаимное обогащение происходит. Правильно? Друг другу посылы идут. Мир будет развиваться. Правильно? Да. Правильно. Арией пыларыжи қацан авиалагала, гунда лавин рала корепш, апсо поэзия қнайрего авин рала корей тагаразы, аусыр напы аларгарс. Гунда саканепха, аурыз шқойца хамтаси рылтит, апсо сахаргырат литература, ирего а классика перджамтака. Гунда саканепха ларджарат пей пылараштах, харахзыч цавез, уй айчка черевацказ, а поэт Санкт-Петербургпи, урыстулатпи мелат библиотека Усуй, Ярослав Юрий Пашабля и Хейт. Вчерашнее событие для мастерской поэзии Союза писателей России, естественно, Санкт-Петербургского отделения, это достаточно нерядовое событие, это интересное событие, это событие, которое позволило познакомиться с очень талантливой поэтессой Гундой, вот, точнее, и с ней как с личностью, и с ее творчеством. И в процессе этого, в общем-то, родились и позитивные предложения о дальнейшем сотрудничестве, и взаимное удовлетворение от встречи. Вот это, мне кажется, самое главное. Когда собираются люди, близкие по духу, близкие по взглядам по отношению культуры, как говорится, это всегда здорово. И вообще у меня создалось такое впечатление, вот мы два одинаковых народа, с душой открытой нараспашку, с душой, которая стремится к дружбе. Вот, я очень рад, что судьба меня свела с творчеством замечательной поэтессы, с людьми, которые ее сопровождали, все славные люди. Я очарован просто этой встречей и гостями, которые пришли посетить работу мастерской поэзии. Спасибо. Гунда саканеп халарджарат бей пылараштах, лыччавирания сгвалтит, уй амя пысщази пшраз, наски игалцо алгаквам. Честно признаюсь, вот, когда я переступила порог Союза писателей, меня начал пронизывать холод. Мне показалось, что я все-таки неправильно решилась на тот шаг прийти, сказать из Абхазии. Я абхазская поэтесса, может, я вам прочитаю свои стихи. Я поняла, что я, может, поспешила. Да. Когда я зашла в мастерскую
я честно признаюсь, я всегда чувствую энергетику. Для меня очень важно помещение, где люди работают, их аура. Но мне было очень приятно, что был такой насыщенный воздух, он вот на самом деле творческим вот таким порывом. Я зашла, и мне что-то стало жарко. Я когда на них посмотрела, мне чуть-чуть страшно стало в том плане, что, думаю, такие грозные критики сидят, взрослые, искушенные люди. И, думаю, нет. Все равно я скажу свое слово, пусть оно будет маленькое, пусть, может, оно будет не услышано, но, думаю, я постараюсь. Честно сказать, начало для меня было тоже очень сложное. И самое главное, думаю, быть искренней, открытой. И все равно, если это поэзия настоящая, хоть что-то я смогу донести. Пусть это будет на другом языке. Может быть, не все так, как должно было быть. Я не очень надеялась на свои переводы, потому что знаю все ляпы, недочеты, и что очень много надо работать. Насколько я это понимаю, потому что сама занимаюсь переводом, это тот труд, который никогда до совершенства дойти невозможно, постоянная работа. А это у меня всего лишь были первые шаги. Я постаралась первый раз на русском языке как бы передать хоть какую-то малую часть своей поэзии. И я это понимаю, что мне придется еще долго работать, чтобы выйти к русскому читателю, но для меня это было необходимо, потому что не только моя поэзия, я хочу, чтобы наша абхазская поэзия была, современная поэзия, наша классическая поэзия была услышана миром, потому что у нас очень интересная поэзия. Вчера почувствовала, все-таки наша поэзия, наша образная система, она очень отличается от русского классического стиха, от других другой литературы. Вот наша литература, она имеет какую-то своеобразную образную систему и в мышлении, и вообще как бы этот народ имеет настолько свое истинное, даже в поэзии, они как бы пока не услышаны миром и не знают. И те переводы, которые есть сегодня абхазских поэтов, они очень жалкие, очень, можно сказать, даже той меньшей доли, то, что есть в оригинале, нету в переводах. Я думаю, что мой шаг был смелый, но он был нужен, чтобы выйти к русским поэтам, современным поэтам, и чтобы они подали руку перевести абхазскую поэзию на русский язык, чтобы русский читатель услышал не то, что было у нас за эти 100 лет переведено, а чтобы они в новом контексте и услышать мышление абхазского народа, именно поэтический мир абхазского народа донести до русского читателя именно в том первозданном виде, в котором существует. И ощущение русских поэтов, как они слушали, мне очень важно было их глаза, их эмоции, их выражения. Они сперва были как-то чуть-чуть удивлены, а потом насторожены, а потом я смотрю, уже эта точка открытости, она пошла. Пошла энергия, обмен энергии, и мне уже было хорошо, мне не хотелось уходить, мне хотелось еще говорить с ними, еще читать. Конечно, это для меня был большой праздник. Я вспомнила свои институтовские годы, я вспомнила свои встречи с русскими писателями, и мне так этого воздуха не хватало. Мне кажется, и в моем творчестве будет какой-то скачок необходимый для роста, потому что в собственном соку долго находиться нельзя. Это выход, это просто порыв.
Я благодарна всем. Аԥснытәи аделегациа Санкт-Петербург рыҟазаара иалагӡаны имҩаԥган даҽа еиԥыларакгьы. Уи Санкт-Петербург амилаҭтә библиотека аусзуҩцәа рымчала иаҿкаан. Араҟагьы хадара аҭыԥ аанылкылон апоетесса Гәында Саканиаԥҳа. Арҿиаратә хәылԥазы рхаладырхәит Санкт-Петербург инхо аԥсуаа реилазаара рхаҭарнакцәа, абиблиотека иаҭаауа аԥхьаҩцәа, насгьы Гәында Саканиаԥҳа лырҿиара бзиа избо Москватәи лҩызцәа апоетцәа. Урҭ рхыԥхьаӡараҿ дыҟан Москватәи апоетесса Светлана Максимова. Апоетесса Гәында Саканиаԥҳа аурысԥхьаҩцәеи, аурыс шәҟәыҩҩцәеи, акритикцәеи, аиҭагаҩцәеи рҿаԥхьа имҩаԥылгаз аҩеиԥыларакгьы ирыман ақәҿиара ҳаракы. Уи ихадараз ԥышәарак дахысит ҳәа илыԥхьаӡоит. Ас еиԥш иҟаз апроект бзиа анагӡараҿы ацхыраара ҟарҵеит Аԥсны аԥыза-министр Артур Артиом-иԥа Амқәаб, Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аректор академик Алеко Алықьсеи-иԥа Гәарамиа, Аҟәа ақалақь ахада Адгәыр Руфеҭ-иԥа Ҳаразиа. Санкт-Петербургтәи апоетцәеи аԥсуа шәҟәыҩҩцәеи анаҩстәи реиԥылара зыԥхьагәаҭоуп иааиуа ашықәс азы Аԥсны.